Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Ледоход на реке Лени проходит на территории Намского района. Сохраняется напряженная гидрологическая обстановка. За последние сутки в районе Буденновской протоки проведены взрывные работы. Вода прибывает стремительно по последним данным. Из-за перелива озера размывает внутрипоселковую центральную дорогу возле поликлиники. Об этом сообщили специалисты гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям Намского района. Населенный пункт поступило с северной и западных сторон. С этих сторон дамб, к сожалению, не было. И в настоящее время подтоплено 30 домов. В населенном пункте сейчас обстановка стабильная. Паники и так далее нет. У нас сейчас там работает группа МЧС Республики Саха-Якутия. С утра сегодняшнего дня объявлен режим ЧС, и идет нормальная рабочая обстановка. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг по оперативной ситуации с прохождением паводка и лесными пожарами. Узнаем о текущей обстановке. Добрый день. На сегодняшний день в связи со вчерашнего дня, то есть 22 мая, идет нарастание воды на реке Лена в районе городского округа город Якутск, районов Мегино-Кангаласы, Усалданский, Намский, городского округа город Жатай. Между тем идут подрывные работы в целях быстрого прохождения паводковых вод. Всего на 15:00 проведено 5 взрывов. 2 взрыва было в Алекминском районе и 3 в Намском районе. На сегодняшний день по итогам взрывных работ наблюдается небольшой спад воды в Кангаласском населенном пункте Тулагина, Идейсы и Капитоновка. В зоне затопления жилые дома и дворовые территории попали населенных пунктов. В частности, в микрорайоне Даркала городского округа город Якутск попали 25 домов, Кангаласы 11 домов, Тулагина 8 и 4 дворовые территории. В Намском районе село Идейсы попали 25 домов и 18 дворовых территорий. В Усалданском районе села Город-Тах 20 дворовых территорий, Хоногор 3 дворовые территории. В Мегино-Кангаласском районе местности Хапчагай 4 дворовые территории. Между тем, мы отмечаем, что органами местного самоуправления организованы мероприятия по оповещению населения о отгону скота на безопасные места и организации пунктов временного размещения. В частности, в городе Якутске, микрорайоне Даркала, где затоплено 25 жилых домов и дворовые территории, в которых проживает 85 человек, из них 9 детей. ПВР зарегистрировано 26 человек, в том числе 2 ребенка. Фактически находится по данному адресу только 2 человека и 2 ребенка. В микрорайоне Хангаласа 11 домов, где проживает 26 человек, из них 3 ребенка. Все люди эвакуированы от размещения в пункте временного размещения, отказались. В село Тулагина 8 домов и 4 дворовые территории, где проживает 17 человек, в том числе 8 детей. ПВР зарегистрировано 3 человека, из них 1 ребенок. В селе Капитоновка размыло течением мост через протоку к дому-интернату для престарелых. Продукты, чистая вода, лекарства, предметы личной гигиены обеспечены с расчетом на 2 недели учреждения. На дежурстве находятся 2 машины. Согласно плану, при подъеме уровня воды пациенты будут подняты на 2-й этаж. Далее, при ухудшении, эвакуированы. В селе Идейсы выход воды в селе осуществлялся, где не построена и не завершена защитная дамба северной стороны и южной стороны села. В настоящее время с северной стороны прорвала дорогу около 200 метров, размыты внутрипоселковые дороги села. Всего в зоне затопления находится 25 жилых домов и 18 дворовых территорий. Дополнительно идет подсчет подтопленных дворовых территорий жилых домов. Для защиты села дамбы были проведены оперативные работы по усилению защитной дамбы грунтов. Все работали, как говорится, всем миром. Очень много единиц техники, в том числе 3 единицы самосвала, 1 единицы трактора и 3 единицы погрузчика.
В связи с сильным течением воды было решено вывести часть техники на безопасное место. Всего фактически проживает в населенном пункте 690 с лишним человек, из них 246 детей, отселено 599 человек, из них 124 детей. ПВР Касылсыр отселено 26 человек, из них 22 человека. По летникам 37 человек, из них 10 детей. По родственникам размещены 536 человек, из них 92 ребенка. На 12 часов поступила информация, что уровень воды в село Городтах достиг опасной отметки в зоне затопления 20 дворовых территорий, где проживает 58 человек, в том числе 6 детей. В селе Хоногор в зоне затопления 3 дворовых территорий, где проживает 12 человек, в том числе 1 ребенок. В Мегино-Кангаласском районе в зоне затопления 4 дворовые территории, в котором проживает 9 человек. Также в Нижнем Бестяхе затоплена территория грузового терминала в поселке Нижний Бестях, пункт ожидания Нижний Бестях, канализационно-очистная станция ООО «Коммун Теплосервис», а также часть территории нефтебазы Туймада нефть. Сегодня идут работы по воздержанию выхода людей на реку, также техники и часть территории, которым затоплена, отключена от электроснабжения и других коммуникаций. Спасибо большое. Это был брифинг по оперативной ситуации с прохождением паводка и лесными пожарами, а мы идем далее. В Усть-Алданском районе сохраняется режим чрезвычайной ситуации по паводковой ситуации. Ночью в Сотинском наследии уровень воды сильно поднялся. В результате, по предварительным подсчетам, подтоплено 15 дворовых территорий. Подсчеты еще продолжаются. Также вода размыла дороги и улицы населенных пунктов. На реке ведутся взрывные работы. Уровень воды за последние 2 часа не снизился.